28 мая в Институте дополнительного образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы состоялась церемония вручения свидетельств первому выпуску слушателей подготовительного отделения по обучению льготных категорий граждан. В этом году обучение на подготовительном отделении прошли 13 человек, 7 из которых имеют статус сироты, а 6 человек являются инвалидами первых и вторых групп. С приветственными словами выступили организаторы и кураторы данного проекта: Гульшат Ибрагимова, председатель региональной общественной организации «Совет матерей», «Материнское сердце», Алмаз Мустаев, проректор по учебной работе БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы, Геннадий Дементьев, руководитель регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Республики Башкортостан», а также Зиля Хусаинова, заведующая отделом организационно-методической и информационной работы Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи. На протяжении всего периода обучения все слушатели получали государственную академическую стипендию и имели возможность проживания в общежитии нашего университета. Им также предоставлялась возможность посещать факультеты, где реализовывались выбранные ими направления. Это дало обучающимся окунуться в студенческие будни. Важно отметить, пока шло обучение, со слушателями проводились индивидуальные и групповые тренинги по психологической и социальной адаптации. Работа с психологом – отличительная черта данного проекта. Главная задача подготовительного отделения – это повышение общего уровня знаний для успешного поступления в высшее учебное заведение. Для вступительных экзаменов у нас проходят в зависимости от выбранной направленности программы. У нас имеется 3 направленности – это гуманитарная, физико-математическая и естественно-научная. И, соответственно, в этом году у нас обучение шло по гуманитарной направленности. У нас ведется учет средних баллов. И при равенстве это учет общего балла аттестата. Ученики и руководители очень тепло отозвались о педагогах, которые работали с ними весь период обучения, отметили индивидуальный подход, профессионализм и отзывчивость. Хочу сказать спасибо большое всем преподавателям, организаторам за такую, которую дает возможность детям получить знания еще лучше. Это очень даже по сравнению со школой очень большие знания они здесь получают. Даже уверенность дают детям, что они смогут это сделать. Я проходила эти курсы, и я считаю, что это очень хороший шанс для тех, кто не смог поступить, но очень хочет. Лично я воспользуюсь этим шансом и думаю, что поступлю. Мне эти курсы понравились. Мне очень понравилось то, как учителя относились к нам. Они были очень терпеливы и требовательны. Мне понравились эти курсы, потому что они мне помогли определиться, поступать мне в институт или нет. Но я поняла, что институт для меня будет сложно, но мне понравилось учиться, потому что нас учили русскому языку, психология была, и математика, и общество знаний. Мне общество знаний очень нравится, но я, в принципе, люблю учиться, но буду учиться на повара. В принципе, эти курсы определили мою будущую профессию. Слова благодарности в тот день говорили не только слушатели, но также наставники и преподаватели. Я тоже выпускница этого университета, тогда еще институт был РАФАК, так назывался, рабочий факультет. И со временем этот рабочий факультет, система эта как-то ушла. И когда мне сказали, что открывается РАФАК, я так загорелась. Я говорю, вот куда надо наших ребят, куда вот надо идти, потому что 10 месяцев и вас подготовят к сдаче ЕГЭ, и потом, пожалуйста, двери любого вуза открытые. Это такая возможность для ребят. Все слушатели подготовительного отделения получили сертификаты о прохождении обучения и подарки на память от университета. Каждый из них также получил свечу. Свеча символизировала огонь и надежду на светлое будущее. Уникальный подход проекта к организации обучения позволил максимально реализовать потенциал каждого обучающегося и успешно пройти адаптацию в образовательную среду университета.